Мои дорогие, доброе утро, Эрзик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Вот такое вот раннее утро у нас. Петухи поют. Один закукарекает. Слышите? Где-то другой отвечает. Вот, еще один. И вот так вот в селе всегда. Как красиво, как какое-то умиротворение, когда вот так вот утром выходишь, все тихо, никаких шумов, и только кукареканье петухов. Так вот, у нас так относительно и не холодно. Так, мои тоже просыпаются, как видите, шумят уже, пошли смотреть за скотиной. А у меня сегодня с утра, с раннего утра работа. Вот так вот, друзья. Я надеюсь, у вас все хорошо. Всех благ вам, друзья, и хорошего, плодотворного дня. Так, ну вот, мои дорогие, сегодня были у меня совсем другие планы, но, как всегда, мы предполагаем, а Всевышний располагает. Значит, у меня вчера позвонила моя постоянная клиентка и попросила у меня 4 килограмма мант. Но так как у меня нет готовых мант, мне пришлось их лепить. Я сегодня собиралась ехать к сестре, собиралась ехать утром на оптовый рынок, но планы отменяются. Значит так, это тесто 100 раз показывала, даже больше, может быть, но сегодня последний раз вот так вот покажу тесто, потом, чтобы делать ссылку именно на манты. Ну, на тесто, если что, на манты, на пельмени, на вареники, на чебуреки. Я делаю такое тесто, и вы это знаете многие. Так, значит, 2 килограмма муки, литр воды, 4 столовые ложки, 4-5 столовых ложек растительного масла и столовая ложка соли. Так, без горки. Ложка была в масле. И из этих ингредиентов замешиваем тесто. Просто сразу же, не надо с ним, как с тестом на кефире, нежности. Просто так, чтобы сразу вода забрала муку и все. Ой, только не бойтесь, что если вдруг вам покажется, что воды мало, а муки много, нет, она потихонечку все сделает. Теперь мы тесто переложим на доску, и оно у меня лучше соединится. Видите, какое оно получается, но это ничего страшного. Это все сейчас соединится. Так, ну вот тесто у нас все собралось. Теперь мы его оставим спокойно минут на 15, на 20, можно и на полчаса. За это время можно, минут через 15, можно его еще раз перемесить и тоже еще раз оставить, потому что, вот, видите, оно еще не успело клейковина разбухнуть, все это сделать, пока этот процесс, чтобы шел. Так, а я сейчас быстро сама позавтракаю и покормлю своих. Так, друзья, ну все. Всех покормила. Посуду, правда, не мыла. Помою потом, потому что нужно сначала сделать заказ. Тесто полежало за это время. Уже даже полчаса прошло. Сейчас еще раз вымешу его.
Вы видели, что оно не так быстро, конечно, соединяется же, но все-таки вот так вот. Оно уже полежало, оно помягче. И сейчас, пока я буду готовить фарш, начинку, оно еще полежит и приготовится. Видите? Все, пусть еще продолжает лежать. Так, теперь я почищу лук. Лук не чистила. Фарш у меня уже вон приготовленный стоит. Так, друзья, значит, сейчас будем шинковать наш лук на манты. У меня тут килограмм постного мяса, прокрученного через мясорубку, и 300 грамм жира. Для этого количества мяса мне нужен килограмм лука. И режу я лук маленькими кубиками. Так, дело в том, что у меня была очень хорошая овощерезка, но она у меня сломалась. Так, ну, виновата была я, конечно. Она могла прослужить очень много лет, но я просто ее слишком переусердствовала. И действительно, друзья, пока этот нож просто сказка. Вы не поверите. Такой маленький, но действительно он удаленький. Вот только второй день он у меня. Мне ничего не хочется резать другим ножом. Это однозначно. Как бы, если хочешь нарезать тонко, нарезай тоненько. Режет что хлеб, что... Ну, все может. Во-первых, он тоненький, но он не прогибается. Видите? Это вообще находка для хозяйки, если честно. Но вот дело в том, что, конечно, только 2 дня. Это насчет удобства. А вот тупится ли он так же, как заявлено, это уже нужно, конечно, пользоваться, чтобы узнать, насколько он быстро может отупиться. Хотя не то, что быстро, они заявляют, что он и годами с ним ничего не происходит. Поэтому, видите, очень удобно даже вот в руке его держать и что-то с ним делать. Это очень удобно. Так, и вот смотрите, вот такой вот маленький кубик. Конечно, когда была у меня моя овощерезка, кубик был одинаково, но, в принципе, это не принципиально. Вот. Ну и дальше нашинкуем весь наш лук. Так, ну вот, приготовим теперь наш фарш. Значит, как я сказала, здесь килограмм лука, килограмм фарша и 300 грамм жира. Теперь добавим чайную ложку соли, такую с горкой. Ну, где-то пол чайной ложки или чуть меньше даже красного перца жгучего. И, ну, такую без горки чайную ложку черного перца. И стакан воды. Теперь хорошенечко его перемешаем. Немножко сначала помнем лук. Все. Теперь тщательно перемешаем наш фарш. Так, ну вот,
фаршем справились. Теперь займемся лепкой манты. Тесто наше отдохнуло, полежало. Оно уже хорошее. Остальное пока в кулечек вот так вот. Видите, какое оно. Так, друзья, ну и приступим теперь к лепке мант. Значит, раскатаем тесто немножко в пласт. Я буду делать на тестораскатывающей машинке, буду раскатывать тесто. Но для этого нужно все-таки немножечко его раскатать скалкой. Потому что если слишком толстое тесто пропускать, то машинка сломается наша. Видела на Озоне тестораскатывающие побольше электрические стоили, по-моему, где-то в районе 12-14 тысяч. Ну, такие средние. Надо будет как-то взять, если я все-таки буду постоянно заниматься этим бизнесом, но еще не знаю, буду ли всегда. Потому что я очень много заказов не брала. Я не успеваю просто. И перетруждаться тоже не хочется. Так, ну вот. Теперь немножко обрежу края и разделю вот так вот. Так, теперь поставим где-то на троечку и пропустим. Сразу на тонкое тоже нельзя. Как можно ее закрепить? Я, к сожалению, не сделала скрин и не сохранила. Если меня смотрит тот человек, который мне советовал, что-то сюда вот, то ли гаечку, то ли что, я не знаю, прикрепить. Напишите мне, пожалуйста, еще раз. Так, тесто еще толстое. Надо будет еще на одну риску сделать меньше. Поставила на шестерочку. Конечно, нервов не хватает с этой ручкой. Или у меня удалился этот комментарий. Вот сразу не скринила. И теперь такая напасть с этой ручкой. Сегодня вообще она у меня не поддается.
таким вот ведерочком из-под сметаны. Я, к сожалению, не знаю, сколько его диаметр, но надо будет посмотреть. Я вырезаю вот такие вот круги. Обрезки сразу в кулечек. Немножко раскатаем, потому что ну и начинаем теперь лепить сами манты. Так, дело в том, что манты пойдут у меня не замороженные. Я их буду укладывать вот на такую штучку. Это просто картонный круг, который я замотала фольгой. Так, теперь укладываем наш фарш. Так, ну вот, кто со мной давно, в принципе, принцип моей лепки знает. Вот так вот соединяются две стороны, оставляется вот такая вот дырочка. Потом вот так вот приплюстываем и вот эти вот концы соединяем. Вот так вот. А потом уже вот эти два. И вот получается вот такая вот. Еще раз. Вот так вот. Показываю медленно. Вот так. И вот так. Так, ну вот, друзья, закончила я лепить манты, я их закрыла. Вот, как видите, получилось у меня из килограмма фарша 4 килограмма 785 грамм мант, друзья. И сейчас я их отправляю. Ну вот, друзья, сварила я вот такой вот борщ нам на обед. Видите, какой красивенький, вкусненький, ароматненький. Короче, вот так вот. У меня были две большие косточки. Сварила и вот такой вот борщец.
Так, друзья, ну вот, заказ отправлен, борщ сварен и съеден уже. Но за то время, что как только я отправила заказ, я поставила мясо, потому что у меня поступил еще один. Я не успела его отправить, как поступил у меня заказ на манты еще. Хотела поехать в город, мне нужно было ехать в Россельхозбанк, но не получается. Не знаю, даже, наверное, мои денежки обратно в Америку отправят. Я еще не взяла свои подарочные деньги, которые мне были присланы на день рождения. Опять срочный заказ нужно выполнять. Поэтому пока вот все это в процессе, приготовила казан плова, но снимать не стала. Потому что вот морковочки у меня было, ну, одна маленькая морковка. Вернее, была половинка большой моркови. Ну, пусть будет каша, плов, чтобы там ни было с мясом, чтобы не отвлекаться от приготовления мант, чтобы я была спокойна, на вечер уже готовый казан еды. Так что вот так вот. Будем снова лепить манты. Что поделать? Так, друзья, ну вот, по новой замесила тесто. Оно уже полежало, пока я все там готовила. По новой завела мясо. Нарезала лук. И начнем снова лепить манты. Работа пошла. Как бы я ни отказывалась, а работать надо, друзья. Потому что постоянные мои, хотела сказать, подписчицы, хотя и подписчиц много у меня в клиентуре, не дают мне расслабиться. Хоть я и отдохнула почти месяц, отнекивалась, что кухня не готова, но приходится делать. Так, решила сделать уже в этой комнате, потому что там все-таки неудобно. Это я просто спешила, быстро сделала. Причем я рано утром начала их лепить, еще 6 не было. А начали мальчики вставать уже. Пришлось уже делать здесь, чтобы там в проходе не мешали они мне. Ну и вот, друзья, налепила я манты на заказ, а эти я буду уже готовить. Вот, 5 лоточков получилось, 4,5 килограмма, короче, снова, и остались вот эти вот. Вот так вот все лоточки. Вот один не полненький, но их хватит, больше мне их не надо. Сейчас поставлю их в морозилку, а эти буду варить для Ибрагима. Смазала я маслом и будем лепить их. Так, ну и вот так вот варятся на пару наши манты. Они еще не готовы, немножечко осталось. Запах очень вкусный, аромат. Ну вот и манты наши уже готовы.
нарезала зелень, потом вспомнила, что Ибрагим у меня ее не любит. Даже когда я салатики что-то себе делаю, он говорит, зачем столько добавлять укропа? Так, вот такие вот красавцы. Ну, наверное, не один Ибрагим столько съест. Кто хочет, тот поест. А так мы, в принципе, уже поели все. Ой, что-то это одна мантушка так и делает, так и бегает от меня. Так, сейчас одну разрежем, посмотрим. Так, Ибрагим ест обычно с майонезом и с аджикой. Пошел за аджикой. Но я немножечко смажу топленым маслом домашним. Так, а эту одну я хочу вам показать в разрезе. Посмотрим, сочная ли она или нет. Видите, сколько сока. Очень вкусные. Так что, друзья, готовьте, заказывайте, если что. Манты очень вкусные. Тесто тонкое, как видите. И мясо нормально тут. Очень вкусные. Вот этот весь сок выбежал из одной мантушки. Ну, на этом я сегодняшний свой влог, друзья, закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия.